Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, сегодня необычное видео. Сегодня не будет гадания на песке, а сегодня будет чистка на черной соли. Такие чистки я делаю для своих спонсоров. Но в честь дня рождения моего сына, сегодня у него день рождения, я хочу поделиться такой чисткой и с вами. Я посвящаю эту чистку ему и также все, кто нуждается в чистке от плохой энергетики, от врагов, неприятностей, кому нужна защита, пожалуйста, присоединяйтесь к моей чистке. Соль это особенная, ее добывают в очень особенном месте. Мало того, она еще и намоленная, обладает очень невероятной силой. Особенно она помогает бороться со всеми бедами, магией, злыми чарами и прочими злыми сущностями и личностями. Кто ко мне обращался, кто проходил чистки на черной соли, те уже по достоинству оценили мощь этого уникальнейшего, просто уникальнейшего вещества. Мои дорогие, что нужно сделать вам? Просто смотреть на соль, думать о себе, о тех неприятностях, либо если вы знаете своих врагов в лицо, о этих людях, просто о них думайте и просто мысленно впечатывайте их в эту соль. Вот прям представляете человека и туда его в соль, да, либо какие-то плохие действия, либо ситуации, невезения, неприятности, вот все, что в вашей жизни происходит, впечатывайтесь туда прям в соль. Прям вот не то чтобы концентрируйтесь, а то, что вот отправляйте, вот мысленно посыл отправляйте свои неприятные ситуации, туда в соль отправляйте. Сейчас я попрошу высшие силы дать мне возможность и дать силы моим рукам считать все то, что вас беспокоит, всех тех, кто вас мучит, и в соли их прорисовать. Давайте же будем смотреть, кто вам вражит, кто вам мешает, кто неприятности для вас делает, кто несет вам зло, кто несет вам беду, неприятные ситуации, болезни, опасные ситуации. Все пусть соль в себя возьмет и пусть нам покажет путь исцеления. Так, будем теперь, дорогие, смотреть. Смотрите, сейчас я буду описывать вам ситуации, картинки, которые я вижу на этой соли. Если вы слышите про себя, прям так и говорите. Пусть соль и останется, и повторяйте, пожалуйста, слово «Аминь» почаще. Вы, как знаете, этим словом ставите печать на то, чтобы неприятность осталась именно там. Начну я с вот этой птички. Вот видите, какая птичка здесь черная сидит, да? Эта птичка мне говорит о том, что у вас очень много неприятностей из-за плохих новостей, вестей. Здесь, знаете, вас очень беспокоит то, что происходит вокруг вас, в вашей семье, в вашей стране, в мире происходят страхи. Страхи, злые люди передают какую-то хайповую, очень страшную информацию, которая вас очень сильно ранит и очень сильно беспокоит. Знаете, здесь люди могли потерять покой и сон из-за переживаний, из-за каких-то стрессовых ситуаций. Вот если это ваша ситуация, уходит эта птичка, больше она вас тревожить не будет. Дальше. Здесь треугольник вышел. 3 человека, которые связаны какой-то вот нездоровой любовью. Знаете, 2 человека любят, а 1 играет. Здесь, смотрите, вы и ваш любимый человек. Вы одна и та же вот прям сфера, да, вот вы как вместе сходитесь, и получается сфера, одна душа. Но человек, который имеет права на вашего любимого человека, ну, скажем там, человек, который может манипулировать, управлять, это может быть как и, например, жена, это может быть любовница, это может быть мама ревнивая. То есть, да, вы человек, который просто уже потерял контроль над своей злобой, над своими какими-то негативными мыслями. Этот человек делает все, чтобы вас разлучить, чтобы вас разбить, перебить, чтобы не было вам ни покоя, ни отдыха, ни счастья, ни радости, чтобы были одни неприятности. Причем неприятности человек может делать как и магическим путем, просто ходить там, платить деньги, чтобы магичили на вас, так и даже в домашних условиях вот прям посылы вам делать негативные. У человека очень большой уровень злобы. Даже для меня отыгрывается, как будто бы это человек психически нездоров. А кто эзотерикой занимается, тот знает, что психически нездоровые люди, у них
просто энергия сумасшедшая, она зашкаливает, она настолько мощная, что человек, например, не обладая какими-то, может быть, врожденными качествами, способностями к магии, эзотерике, он может, я не знаю, творить какие-то невероятные магические вещи. Я с этим сталкивалась в своей практике, и это описано во многих трудах. То есть очень мощные люди, вот они, если у них какой-то идет перекос в сторону зла, то самые злые и страшные маги – это психически нездоровые люди. Вот у этого человека тоже такой же момент присутствует. Здесь психика просто, ну, это трэш, да, это просто какие-то осколки, это вот что-то такое напутанное, скрученное. То есть человек нездоров, явно нездоров психически. И очень мощные энергетические волны в вашу сторону и в сторону вашего любимого человека посылает. Здесь может быть что угодно, начиная от потерь здоровья, и катастрофы могут быть, не дай бог, и какие-то вот ситуации, там, аварий и прочего-прочего. Здесь этот человек вышел, он здесь в соли останется. Но вас я хочу предупредить, что вам лучше, конечно же, применять еще солевые практики у себя дома, то есть отдельно чиститься и отдельно, если есть у вас фотография этого человека, если вы точно знаете, кто это, да, там соперница, мама и прочее, просто брать, вставлять в соль эту фотографию и вот так вот свечой, крестом чистить, прям чистить, и говорить, что иди своей дорогой, отстань от меня, я тебя отпускаю, отпусти меня. Вот прям, знаете, вот говорить такие слова, постоянно говорить и делать такие обряды. Потому что этот человек, вы его отожгете от себя, да, вот он отпалится, он не будет к вам больше приставать. Я вам объяснила, да? Если будет непонятно, пишите в комментариях, я сделаю отдельно, может быть, видео, где я покажу, как это делать. Сейчас я личные гадания не делаю. Может, если кому-то срочно нужна будет такая помощь, вы можете сами для себя сделать ритуал. Так, еще. Если соперница вот пристала, да, вот эта соперница, она, еще раз говорю, тут любви нет. Будь то соперница, будь то мама, будь то жена, будь то кто угодно, да, любви нет. Здесь именно какое-то вот желание обладать, царствовать, да, обладать кем-то, чем-то, иметь силу над человеком. Человек сам по себе несчастливый и желает, чтобы никто счастлив не был. То есть здесь вот на противность идет и говорит, ага, то есть счастливыми хотите быть? Я тут костьми ляжу, вам не дам счастья. Человек, кстати, очень опасный. Если напрямую идти с человеком бодаться, то, извините, этот человек может даже и на преступление пойти, поэтому не стоит. От этого человека нужно энергетически его отрезать, отсекать от себя. Еще раз говорю, да, если есть фотография, ставьте фотографию, прям фотографию ставьте в соль и свечой церковной начинайте вот так кресты делать и вот просить, чтобы человек вас отпустил, что вы его отпускаете, что отстань от меня, не трогай меня, дай мне свободу, дай мне возможность жить. Но если, понимаете, начинайте по наитию просить, что вам нужно. Ну, обязательно говорите, что я отпускаю тебя, а ты отпусти меня. И каждый раз не забывайте говорить аминь, это очень важно. Очень многие ритуалы не срабатывают, потому что вы не ставите ключевое слово аминь. Так, дальше идем. Дальше у нас идет ситуация воровства. Воровство достаточно жесткое и воровство какое-то застаревшее. Здесь у кого-то родовые какие-то каналы загрязненные. То есть, возможно, за вами по роду тянется какой-то шлейф какого-то грубого воровства, либо каких-то очень грязных действий, которые совершали ваши предки. А вы как будто бы отрабатываете эту ситуацию. То есть, понимаете, то есть ваши предки воровали, теперь воруют у вас. Ваши предки там, я не знаю, истязали людей, обижали, теперь истязают и обижают вас. Понимаете, как бы вот этот бумеранг. Но он не перелетел к вашим предкам. В чем страх, да? Он не к предкам вашим прилетел, которые делали все эти непотребные вещи, а прилетел к вам. То есть вот это работает именно в таком ключе. Поэтому вам очень важно перекрыть этот родовой канал. Тут нужно откупы делать, тут нужно откупаться от вот этого родового вашего проклятия. Соль, конечно, это показала, но соль не может перебить никакое родовое проклятие. Родовое проклятие может перебить только лишь сам человек, который имеет связь с этим родом. Если вам кто-то говорит, что вот я снимаю родовые проклятия, этот человек вам не кровный родственник, смело разворачивайтесь и уходите от этого человека. Человек просто врет. Здесь только лишь кровь. Кровь смывает кровь. Смотрите,
Как делать откупы, я уже говорила много раз. И клиенты, кто ко мне обращался, я не скрываю этого, я говорю, что это способ работает всегда и во всем. Знаю, что недоброжелатели опять начнут меня закидывать плохими комментариями и желают мне зла за то, что я раскрываю все эти тайны, но тем не менее я расскажу. Откуп вы делаете в храме, либо на святые мощи, либо на святые иконы. Что вам доступно? Откупаться можно деньгами, едой и украшениями. Главное, чтобы эта вещь вам нравилась, действительно была вами любимая. Откупайтесь деньгами, деньги самого высокого номинала, который есть в вашем кошельке. Откупайтесь едой, еда должна быть любимая. Откупайтесь украшениями, неважно, драгоценность, не драгоценность, главное, что украшение вами любимое. И прям идете, ложите этот откуп и мысленно от сердца, не головой, от сердца именно просите, чтобы отпустили вас, ваш род очистили, чтобы простили. Вот все, что ваше сердце подскажет, то и просите. Именно в таком формате делаются такие откупы. Сколько нужно делать? Ну, я советую не меньше 7, когда идут родовые вещи. А вообще, чем больше, тем лучше, понимаете? Вы же не знаете, сколько вы поколений откупаете, и сколько еще вот живущих в вашем именно поколении, а сколько детей еще придет. То есть, чем больше вы делаете откупов, на самом деле, тем лучше. Вы будете это все ощущать по своему внутреннему состоянию. Плюс обязательно, когда родовое проклятие спадает, приходит тот ответственный человек, который, зло это вот все учудил, скажем так, да, он приходит, и вы понимаете, что вы его должны отпустить. То есть вы его отмолили, теперь вы его отпускаете, на этом все будет закончено. Во сне придет человек, который просто вас попросит либо дверь ему открыть, либо скажет словами «отпусти», либо что-то ему дать попросит. Да? Вот даже незнакомый человек, вот приходит к вам человек во сне и говорит: дай мне, открой мне, впусти меня, отпусти меня, да, вот какие-то такие вещи. Вы сразу поймете, что прошло. Соль немножечко облегчит ваше состояние, да, и соль дала вам ответ, что вам нужно делать. Дальше смотрим. Здесь у многих краники стоят, либо через предметы из вас тянут жизненные силы и жизненные соки, либо человек у вас энергетически приходит и пьет. Человек, причем он не один, здесь двое, вышли вот 2 человека. Один родственник, да, либо какой-то вот связь у вас с этим человеком, вы от него никак отделаться не можете, да, отказаться от этого человека не можете. Может даже муж вас пить, да, либо жена вас может пить. А второй человек — это как знакомый человек идет. Но опять же таки знакомый, это не обязательно друг, это может быть начальник, это может быть, не знаю, там сосед, это может быть там коллега какой-нибудь, да, то есть вот такой момент. Почему так происходит? Это нормальный процесс, да, вот мы все, кто вампир, кто донор, а есть смешанные типы людей. У вас энергетика хорошая, у вас энергетика вкусная, а этот человек, он вампир, который вот он не умеет преобразовывать энергетику, ему не дано, либо ему сложно, либо он слишком сильно тратится, да, и ищет самые легкие источники для питания. А самый легкий источник — это вы. Этот человек, смотрите, может специально вам вредить, специально вас там драконить, раздражать, обижать, чтобы вы в эмоцию ходили, раскрывались, и так он вас кушает. Вот в вашей жизни на сегодняшний день тот человек, который больше всего вас раздражает, который больше всего вас обижает, из-за которого вы часто страдаете, плачете, обижаетесь и прочее, это и есть тот, кто вас ест и пьет. Как это все прекратить? Во-первых, нужно, чтобы у вас всегда была защитная молитва. Защитных молитв огромное количество. Я про себя говорю, я всегда пользуюсь 90-м псалмом «Живы в помощи Вышнего». Это очень мощная молитва, очень хороший псалом. Его желательно от руки написать, либо с собой носить, я не знаю, в кошельке, в паспорте. Здесь, вот где я живу, в Турции, есть такие маленькие штучки, вот они как медальончики, да, называются теспих. Туда внутрь засовывают суры, тоже с защитными молитвами. Запросто можно такую штучку купить, туда засунуть, да, свою молитву носить. А можно делать как оберег какой-нибудь, маленький амулет. То есть вы должны это с собой носить обязательно. Также такая молитва должна быть где-то в укромном месте лежать в вашем доме, в вашем жилище. Также, если есть автомобиль, в автомобиле, вот спрятанная где-то должна быть. Если что-то происходит из ряда вон, значит, найдите эту молитву, замените ее на новую. Также, что вы должны делать?
обязательно вы должны этому человеку, вот он вас раздражает, да, обижает вас, вызывает вас на эмоцию, а вы стараетесь не поддаваться. Раз вы его не покормите, два вы его не покормите, а на третий раз он уже пойдет искать себе другую жертву, чтобы покормиться, понимаете? Здесь человек может действовать вот именно, у большинства отыграется так, что он раздражает, заставляет вас переживать и нервничать, а у других отыграется, как будто бы человек наоборот к вам приходит и плачется. Вот я там так и сяк, у меня плохо, у меня там не ладится, может у вас что-то просить, он может просить деньги, он может просить еду, просить какую-то помощь. И вот когда вы даете, вот, например, да, человек пришел, говорит, вот нету у меня там хлебушка, дай мне хлебушка, а вы даете этот хлебушек. Когда вы даете хлебушек, этот человек раз и вашу энергетику схватил. Если что-то будете давать человеку, никогда не давайте в руки, давайте через предмет, через стол, через стул, через, там, не знаю, там, через кулек, да, какой-нибудь. То есть не рука в рука, да, а через что-то. Это тоже будет очень хорошее защитное средство. Но и избавляйтесь от этих людей, иначе я вижу, что вы по энергетике теряете. Я вижу, что у вас у многих вот со здоровьем проблемы. Вы понимаете, вы человека кормите, а сами начинаете физически болеть. Прям физическая болезнь наступает, могут быть там, ну, обычно такие вот, как распознать, что у вас именно идет, вас пьют, это вот конечности болят, там руки тянут, затекают, начинаются проблемы, остеохондроз начинаться может, ножки начинают побаливать, косточки нарастут на ногах. Это все это от вампиризма, когда у вас энергетики не хватает. То есть получается в наших конечностях меньше всего энергетики остается, они у нас энергетически незащищенные, не обогащенные, они начинают, ну, как увядать, понимаете? И вот отсюда происходят все эти болезни. Поэтому защищайте себя, берегите. Знаете, я на сегодняшний день в этой соли я не вижу большого врага у вас, но я вижу, что такой враг у вас был. Причем был где-то вот возраст, либо когда вам было лет 20-25, либо это было, ну, вот такой продолжительности назад, да, время назад. У вас был человек-враг вашего пола. То есть смотрит меня женщина, женщина была враг, смотрит меня мужчина, мужчина был враг. Этот человек вам что-то очень плохое сделал, как-то в жизни мог подставить, мог, ну, зло натворить для вас. И вы этого человека, ну, вы понимаете, о ком я говорю, да, но вы не отпустили эту ситуацию. Этот человек уже, поверьте, расплатился, причем расплатился не раз, потому что не только вам нагадил, но и другим людям гадил. Но вы не отпустили эту ситуацию. Если вы понимаете, что это я говорю про вас, постарайтесь просто абстрагироваться от этой ситуации и посмотреть на нее как на урок кармы. Не просто так это случилось, это был действительно урок кармы. Постарайтесь подумать и понять, чему вас хотели научить, примите эту ситуацию и отпустите ее. И вы знаете, этим вы перекроете на будущее, чтобы кто-то где-то вам вредил. То есть вы пройдете этот урок. Этот урок, смотрите, он пройден, но не до конца. Вот все равно, что вы решали уравнение, да, и вроде ответ вы написали, но вот знак равно вы еще не поставили. И из-за этого плохие люди, они могут к вам заходить и вас трогать. Понимаете, вы-то уже урок свой прошли, но вы пока его не закрыли. Пожалуйста, вспомните эту ситуацию, кто вас больше всего в жизни обидел, кто вам больше всего наследил. Вспомните этого человека, вспомните этот день, вспомните этот час. Посмотрите со стороны, поймите, в чем был урок. Постарайтесь абстрагироваться, как будто бы это не с вами произошло. Примите эту ситуацию, поблагодарите этого человека за то, что он тогда вас научил. Наконец-таки поставьте этот знак равно. И я вас уверяю, вы закроете эту ситуацию, вам больше не будут вредить. А еще мне очень нравится, что здесь вот в центре у нас вышел знак перерождения. Смотрите, это матка, да, вот извините за подробности, но тем не менее. И здесь малыш, вот прям в такой в утробе малыш лежит, который растет в утробе, который вот-вот родится. Это вы. Вы человек, который пройдете через вот эти все черные испытания, вы выйдете из них, вы переродитесь, вы станете сильным, мощным, здоровым, счастливым, и никто никогда вас не тронет. Вот что происходит. Вы знаете, ваш следующий приход, он идет, ваше перерождение, да, вот как будто бы вы родитесь в рубашке, защищенный человек. Вот что будет происходить. Мои милые, моя соль забрала все, что смогла. Надеюсь, вы запечатали все то, что вы у себя в голове имели в эту соль. Сейчас я ее запечатаю еще раз сама, я ее сожгу и потом специальным образом я ее утилизирую. Мои милые, вам счастья, вам добра, вам всего самого наилучшего. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.